Сайгыл достар, студиямызда мұсафирлер бар ве программамыздың башындан, бұл күннің башындан айтқанымыз кібі, бүгін Қырым-татар журналистика күні қайдетілі, ве тамам бұл ақта біз үрметлі мұсафирлерімізден лаф етмеге істередік. Сайгыл достар, біздің студиямызда Қырым-татар эдебияты ве журналистика кафедрасының мудирі Тимур Аджа Куршутов ве айны бұл кафедраның оджасы Зельфира Оджа Шукурджиева. Селям алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Біріншіден бұл гүзел байраммен сізні қайырлаймыз. Çok sağ olunuz. Насылсыңыз, кейфіңіз гүзел ме, Зельфира Оджа? Sağ olunuz. Biz de sizin hayırlamağa ister edik. Ve bütün meslektaşlarımızı bugün bu bizim milli matbuat günümüzden hayırlamak ister edik. Sağ olunuz, keyiflerimiz pek güzel. Sizin gördük, daha güzel oldu. Çünkü daha geçen yılları sizge ders veredik. Endi ise sizge interview vermeye geldik ve bu bizim çok kuvandırır. Biz de böyle Allah'ın gururlanamız. Çünkü başta sizin leksiyalarga kelmege, sonra bizim stüdyamızda kabul etmege gerçekten de pek kıvançlı. Sağ olun. Men de hoş olan, çok sağ olun Lilya Hanım, Fethislan Bey, davet ettiğiniz için ve elbet Kırım halkı ve Kırım-Tatar halkı ve jurnalistlerini hayırlayın bu gününden, Kırım-Tatar jurnalistikani gününden ve her şey yaxşı olsun dilerim. Бұл ақта енді программамыздың башындан берлі айтамыз. Қырым-татар журналистика күні не үшін бүгін, яғни апрелінің 10-ында қайдетілі виясында бұл байрамның тарихы ақында сұрамаға істередік? Ну, анда тарихны ақында лаф етсек, о elbet Исмаил Гаспринский белі hocamız, издатель Исмаил Бей Гаспринский, yani onun Tercüman деген gazetesi yayınlanmağa başlағаны 1883 senesinde, yani 150 yılına yakınlaşa. Demek o bayağı vakit oldu. Ama o vakit, yani o gazete büyük iz kaldırğanıdı bizim halk için ve başka umumi, yani Türkiye halklar için de. Çünkü o vakitte o bir güzel bir iş yapğanıdı İsmail Гаспринский. Onun için bu konunun biz kaydetemiz. Evet ve tercümanın ilk sayısı tamam 10. aprel bu günü 1883 senesi yayınlanıp başlanğan edi. Onun için bu gün milli matbuatımız günü olarak seçildi ve birkaç yıldan beri bu bayramını kaydetemiz. Зельфира Оджа, нам известно, что вы занимаетесь исследовательской деятельностью, то есть исследуете публицистическую деятельность Исмаила Гаспринского. Какое значение наш великий просветитель придавал журналистике? Я бы хотела начать с того, что Исмаил Гаспринский, как основатель крымско-татарской национальной журналистики, как основоположник крымской этнической прессы, это имя достаточно известно не только в Крыму, но и далеко за его пределами, и весь тюркский мир с большим почитанием, уважением относится к имени Исмаила Гаспринского. И вот бывая на различных конференциях по тюркологии, по педагогике в различных странах, в Азербайджане, в Турции, в Казахстане, в Кыргызстане, мы убеждаемся в том, что действительно авторитет этой личности очень велик, и ни одна конференция не проходит без того, чтобы хотя бы раз не упоминалось это имя. Будь то это педагогика или тюркология или другие социально-гуманитарные дисциплины, направления, все, что касается истории вопроса, всегда затрагивается это имя. И нам, конечно же, очень приятно, и мы гордимся тем, что именно наш соотечественник, именно человек, который прожил всю свою жизнь в Крыму, он много выезжал, но все-таки основная его жизнь прошла здесь, в Крыму, имеет такое большое влияние и авторитет. И чем же он достиг этого? Прежде всего тем, что он издавал газету «Терджиман» на протяжении 30 лет своей жизни, и потом еще 4 года после его смерти продолжили Асан Айвазов и его сын Гаспринского Рифат Гаспринский, но я исследую тот период, который принадлежит именно практической деятельности Гаспринского, то есть эти 30 лет, 1883-1914 год. И я хочу сказать, что он действительно придавал очень большое значение средствам массовой информации и отводя роль газеты, и говоря о газетах, он говорил, что
только через газету, только через средства массовой информации можно распространять свои идеи, поскольку читательская аудитория, охват читательской аудитории очень велик. И в связи с этим я бы хотела бы процитировать одно из его высказываний, которое было опубликовано в газете «Терджиман» в 1883 году. Это вот как раз-таки самое начало. Во втором номере он говорил о роли прессы таким образом. Газета служит прежде всего правде и просвещению. Правдой она уничтожает ложные, необосновательные взгляды и мнения, просвещая, она учит смотреть правильно на вещи и понимать их. Вместе с тем газета знакомит всех с нуждами и интересами населения и служит его представителям. Вот красноречивый пример того, насколько важно было для него издание газеты и то, как он оценивал роль газетчиков, публицистов в целом. Прошло уже столетие, но все-таки эти слова остаются актуальными и на сегодняшний день. Совершенно верно, да. И дополняя Зельфиру Оджа, уважаемую, я хотел бы отметить, что вот его и творчество, его деятельность, интерес как бы вызывало не только у тюркского мира, да, ученых тюркского мира, но и вот по роду деятельности, там, допустим, и в Германии я уже как бы обнаружил, что, допустим, в 1952 году была защищена диссертация по теме Гаспринского и язык Исмаила Гаспринского немецким ученым. То есть вот Густав Брубель, вот такой был ученый, значит, вот оказывается была защищена диссертация. То есть интерес, в принципе, тоже и в Европе мы прослеживаем. То есть это вот интересные такие моменты. Еще одна причина для гордости. Да, конечно, конечно, безусловно. Это вот радует. Тимур Оджа, а как вы прокомментируете современное состояние этнической прессы? Современное состояние этнической прессы, и в частности крымско-татарской, ну, конечно, мы можем увидеть, к сожалению, допустим, по печатным изданиям. Там ситуация это по тиражу, то есть он небольшой у нас, к сожалению. Вот это газеты Яндуния, Хрын, Йылдыз. А если вот взять их, то там, к сожалению, как бы, ну, не очень такая радостная картина. Но все-таки я вижу прогресс в том плане, что ну, телевидение, радио развивается, и в том числе и наши выпускники работают, и мы видим хорошие, интересные программы. То есть единственная вот именно печатная, то есть часть, вот то, что издается в виде газет и журналов, к сожалению, немножко в таком плачевном состоянии. Вот хотелось бы, чтобы как бы соотечественники подписывались активнее на эти издания и как бы поддержали. Что же вот делать? Как вы думаете, с чем связана такая ситуация на сегодня? Ну, возможно, это все-таки тенденция современного мира, да, когда все-таки печатная продукция, это и в Европе, и в других странах, как бы видно, что они, к сожалению, проигрывают и интернет-изданиям, и более каким-то современным технологиям в СМИ. Поэтому здесь, конечно, ну, нужен такой момент, чтобы сам народ, как бы, bizim халкын, как бы, поддержал вот именно в этом плане. Да, понятно, что интереснее там зайти в интернет, быстро посмотреть новости и как бы и все там, да. А вот выписывать там, ждать раз в неделю там издания, как бы чуть-чуть этот момент как бы уже сейчас не актуален. Но все-таки, я думаю, нужно выписывать. Все-таки, когда ты держишь в руках газету либо журнал, это все-таки другие чувства, другие ощущения, да. Поэтому я все-таки призываю наших соотечественников подписываться активнее на газеты и журналы. Как вы думаете, чтобы спасти эту ситуацию, нужно ли нашим крымско-татарским изданиям переходить в электронный вариант? Это просто неизбежно, потому как это влияние современных тенденций. Да? Мы живем в век интенсивного развития информационных технологий, когда картинка меняется не только ежедневно, но и ежечасно, и мы должны поспевать за ней, и мы должны успевать отсматривать, успевать отслеживать и выдавать контент соответствующий, и этот контент должен быть качественный. А для того, чтобы он был качественный, это, естественно, и кадры, это, естественно, и технологии. И мы должны успевать отслеживать и соответствовать этому. То есть основная функция журналистики коммуникативная, да, и мы должны коммуницировать согласно современным тенденциям. На сегодняшний день в Крымском инженерно-педагогическом университете есть кафедра журналистики, где готовят молодых кадров. Насколько популярна, насколько актуальна данная специальность на сегодняшний день?
Я бы хотела отметить, во-первых, с самого начала то, что мы теперь уже как коллеги с вами общаемся, да, и вот Лилия Риманова одна из самых успешных наших выпускниц. Мы с гордостью это отмечаем. И наряду с этим вот сейчас в коридорах телеканала мы встретили Севилью Меметову, мы встретили Сабину Каниеву. Это все наши выпускницы. Это говорит о том, что специальность не только востребована, но и она имеет свою практическую реализацию. И наши студенты идут работать по выбранному направлению. Но есть, конечно, и другая часть студентов, которые немножечко меняют свои ориентиры, но и тем не менее основная часть выпускников выбирают практическую реализацию в этом направлении, и нас это не может не радовать. Второй момент, который я хотела бы отметить, это то, что результаты приемной кампании, которую мы отмечаем за последние несколько лет, говорят о том, что актуальное направление и специальность востребована. Я приведу следующие цифры. В этом году мы заявление было подано на нашу специальность 124, пришло писать сочинений 85 ребят, и из этих 85 ребят мы отобрали самых лучших, да, естественно, и 15 человек сейчас являются нашими первокурсниками. Вот эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что специальность действительно актуальна. И когда мы заходим на занятия, когда мы видим наших студентов, мы убеждаемся в том, что это действительно те, которые прошли отбор, и мы выбрали тех, которые хотят заниматься этой деятельностью. Как дополнение я хочу отметить, что вот уже в этот вступительной кампании, которая будет летом, у нас уже будет даже 20, то есть выделено бюджетных мест, поэтому как бы это тоже в этом проявляется интерес к журналистике. И второй момент, мы планируем, то есть в ближайшее время, у нас сейчас только по направлению бакалавриат, а планируем еще и магистратуру открыть, то есть по направлению журналистики. Поэтому вот как бы развитие такое, ну, тенденция видно. Есть. Да, есть. Да, постараемся. Что касается научно-исследовательской деятельности, ведется ли на кафедре научно-исследовательская деятельность по журналистике? Да, вот я сейчас хотела бы подробнее рассказать о научно-исследовательской части нашей работы со студентами, а Тимур Оджа продолжит в преподавательском составе. Да? Я хочу отметить то, что мы стараемся вовлекать студентов не только в общий образовательный процесс, да, но и индивидуально работать с ними и в научном направлении. Естественно, не со всеми, только с теми, которые имеют к этому интерес и наклонности, соответственно. Да? И в то же время мы стараемся мотивировать их к дальнейшему развитию в этом направлении. Как это проявляется? Мы выводим их на различные конференции, на участие на различных конференциях различного уровня, регионального, общероссийского, международного по возможности. Далее мы с ними работаем в направлении публикаций, публикационная активность студентов мотивируется. То есть вот даже сегодня красноречивый такой пример. Сегодня выходит издание, посвященное крымско-татарской журналистике, и вот Лили статья и еще нескольких студентов, которые работают в этом направлении, в научной журналистике, помещены наряду со статьями наших преподавателей, помещены статьи студентов. Кроме того, ежегодно выпуская по 10-15, в прошлом году 20 выпускников, мы отрабатываем с ними их дипломные проекты, это тоже научная деятельность. Да? И вот, как сказал Тимур Оджа, работаем в направлении открытия магистратуры. Надеемся, нам это удастся. Обязательно. Да. Спасибо. И Что касается преподавателей. Это, да, развитие кафедры невозможно без роста и научного роста наших преподавателей, поэтому это тоже одно из таких направлений. И вот как один из подобных шагов, это защита в ближайшее время, я надеюсь, это тоже получится, это защита кандидатской диссертации Зильфиры Шевкетовны. А также наши преподаватели готовят несколько диссертаций, уже докторских, то есть по журналистике, именно по крымско-татарской, допустим, которые тоже в дальнейшем позволят как бы и такому росту нашей кафедры.
И, насколько нам известно, кроме лекционных и практических занятий для студентов, журналистов еще проводятся дополнительные мероприятия. Это встречи с успешными, известными журналистами. Олимпиада проводится. В этом году на факультете крымско-татарского языка и литературы отдельное направление было именно для журналистов. Да, мы в этом году впервые решили провести Олимпиаду по крымско-татарской журналистике и убедились, что действительно наше решение было верным. Почему? Потому что мы получили хорошие результаты, мы дали возможность самореализации нашим студентам в разных направлениях. И в номинациях «Проба пера. Живое наследие», то есть студенты имели возможность продекламировать собственные тексты, имели возможность продекламировать тексты классиков по их выбору. Проба пера предусматривала написание творческих работ. Вот, и даже были сняты видеоролики на наш взгляд, и на то, что это было первый раз, это был первый опыт, очень даже неплохие видеоролики, посвященные теме «Моя профессия журналист». И мы думаем, что мы будем продолжать работать в этом направлении, потому как творческий потенциал у студентов есть, и мы будем их мотивировать для того, чтобы эта сторона их деятельности тоже была успешно ими продолжена. И постараемся в следующей, если Олимпиада у нас будет уже в следующем году весной, так мы планируем, то расширить ее границы, то есть чтобы она была не внутривузовская, допустим, а между, там принимали участие и студенты других вузов. То есть это тоже такой своего рода конкуренция будет, и что позволит как бы, ну, на более высокий уровень, я думаю, тоже подняться нашей Олимпиаде, нашему конкурсу. Çok sağ olunuz bugün kelgeniniz için. Gerçekten de pek meraklı subjet, ama ne yazık ki onu yavaş-yavaş yekenlemege mecburmuz. Ve sizin bizim seyircilerimizge olgan tilekleriniz. Ең бүйік тілегім шуки bizim халқымыз Гаспринскийдің айтқан сөздерін ұнытмасын ве әр вақыт білгі yolunda ketmesini isteyim ve bu yönelişte elbette ki gazetelerimіз, matbuat vasıtalarımız yardımcı olabilir. Onun için gazetelerimizga yazılsınlar, onun için bütün matbuat vasıtalarımızı okusunlar, baksınlar, seyretsinler, dinlesinler ve her vakit bu yönelişte hareket etsinler, yanı bilgiler almağa. Ve yekünlemek isterim ki Kenya'da Gasprinskiy'nin bir sözünü. Tercümanның 1885 senesi 46. sayısında çıkan gazetede böyle yazgan edi. Господа, будемте читать. Чтение есть учение, а по святому изречению мусульманин от колыбели до могилы должен учиться. Пожелаем же нашей печати побольше читателей. Çok sağ olunuz. Sizler sağ olunuz. Timur Hoca. Мен Зильфир Hoca айтқан сөздеріне қосыламын ве соңки бір күчік елан мүмкін болса айтайырдым рус тілінде. У нас наш университет 20 апреля проводит День открытых дверей. Мы, конечно, с удовольствием ждем выпускников наших крымских школ с родителями на это мероприятие, которое пройдет в нашем университете в 10 часов утра. И вы сможете, то есть, узнать, какие специальности, по каким направлениям готовит наш университет. Çok sağ olun. Gerçekten de biz için pek kuvvançlı. Bugün sizle beraberlikte böyle işdaşlar gibi laf etmeye, sübjet etmeye gerçekten de ve eminimiz ki bizim milli jurnalistikamızın geleceği gerçekten de parlak olacak. Hayırlı günler dileyimiz. Daha bir kere yine de bizim stüdyamızda bekliyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Böyle sayılı dostlar, bizim tuğan tilimizde gazetelarımız bu bizim için manevi bir gıda ve biz de elbette okuyucularımızın sayısı çoğlaşkanını isteyimiz. Bu güzel noktada yayınımızı devam etemiz. Geliniz sayılı dostlar, oyunla yayınımızı devam edeyik.